Привет, друзья! Угадайте, где я нахожусь? В лесу? Правильно. В тайге? Тоже правильно. А если я вам скажу, что нахожусь на крыше землянки, это уже вон, крыша землянки вровень с землей. А если вот посмотреть с такого ракурса, то это уже все видно. Вот там внизу мой ураган. Залез на землянку, потому что здесь уже давно никого не было. И вон трубу всю замело снегом. Вот она труба. Естественно, если бы я затопил ее, ничего интересного бы не было. Вот так. Ну а теперь уже, когда затоплю, теплый воздух сам уже сделает дорогу. Вот так вот. Вот такая вот юшка природная. Пойдем глянем, что у нас в землянке. Так, сушину, что мы привозили, не стопили, дрова не стопили. Хорошо. Градусник сломали. Это плохо. Градусник сломали. Вот от градусника осталось рожки до ножки только 6-7, минус 7 градусов. Хоть так пока показывает, и то я взял градусник сюда, разломали. Так, ну что, заходим. Здравствуй, избушечка, земляночка. Походу, после нас здесь никого не было. Ну да. Как уходили, так все и есть. Сейчас растоплю печку, чтобы немножко, хоть она прогрелась, а то вон везде зайчики по углам. Как бы она не рухнула, только что-то она туда все ушла уже. Ну, будем надеяться на лучшее, что она никуда не рухнет, и мы здесь переночуем. Все, сейчас топлю печку и пойдем на речку. В рифму. Затопим печку и пойдем на речку. Ну вот, печурочку затопили, дым пошел, а это значит, что немножко хотя бы, но к вечеру землянка прогреется. Ну а вечерком уже сделаем дрова, напилим, расколем, приготовим и будем ночевать сегодня в этой землянке. Если не рухнет, вон сколько снега на ней. Вот такая вот земляночка. Трубы даже не видать из-за снега. Больше полметра, сантиметров, наверное, 70 снега. Все, не теряем времени. Погнали на речку. За поклевками. Включаемся на реке. Ну вот мы и на реке. По традиции сразу, как только приехал на речку, тут типа ямки что-то, постоянно здесь пробую. Пробурил первые 5 лунок и будем пробовать. Достал 2 удочки. На первую у меня вот такая типа уралки, блесенка. И вот такая вот нимфочка от Мазая. На второй будет просто у меня мормышка. Вот такая вот
Сейчас мы будем пробовать. Самый волнительный момент. Если рыба клюет, она сразу даст знать. Есть поклевки, нету. Но если нет, так нет. На улице ветрище капитальное. Порывы такие, что аж деревья надо бояться сегодня. Вот они как ходят, все деревья. Надо быть очень внимательным. Вот такие вот деревья, которые наклонены, могут просто рухнуть и все. Так, достаю червячка. На нижнюю цепляю червячка. Такого вот живчика. Сверху маленького опарыша поставлю беленького. Вон, даже удочку сносит. Ну что, пробуем. Леска здесь нормальная у меня. Где-то 0,16 или 0,18. 0,18, да, у меня здесь леска. Так. Все, глубину нашли. Удара не последовало. Так что пока вот это вот так вот втыкаем. И достаем другую удочку сразу. Поджопник нам пока не нужен. Так. Сюда мы подцепим бутерброд. Одного беленького, одного красненького. Белый, другой красный. Так, все, погнали. Посмотрим. Оп, это что было? Трава или рыба? Я не понял. Что-то было. Сразу пробуем все 5 лунок. Потом, если поклевок не будет, вернемся по новой. Ветер, конечно, страшный, блин. Так что сегодня рыбалка у нас будет с ветром. Звук будет плохой. Надо вот так вот повернуть хотя бы, чтобы что-то слышно было. Так. Здесь нету. Тогда мы идем к вам. Оп, вроде поклевка была. Да, поклевочка. Вот он. Вот он, жиганец. Первого не отпускают, но я тебя отпущу. Я тебя, малыш, отпущу. Вот сюда. Запах. А запах какой. Клюнул Васек. И это радует. Если один клюнул, значит рыба сегодня кушает. А если рыба сегодня кушает, то возможно мы что-нибудь допоймаем. Мы еще Чайковского не попили. Ну теперь одного поймали. Нет, давайте достойного сначала поднимем. Одного. Опа. Тот же самый, что ли? Или это что?
больше. Не тот же самый. Ну, он как всегда. Только выключил камеру, не было поклевок. Вот он, вот, о, блин, сход. Сход, друзья. Второй же вон. Поймал более-менее хорюска. И была еще поклевка. И сход. Ну вот, решил уже поставить третью удочку на тонюсенькую леску. Вот такая вот зелененькая мормышка с глазиком. Типа жучка какого-то. Тоже насадил двух опарышей, белого и красного. Посмотрим, что скажет тонкая леска. 0,12. Тоньше у меня нету. Начало было интересным. Что-то все утухло. Это говорит о чем? Это говорит о том, чтобы я шел пить чай в конце концов. А то мы приехали, еще даже чаю не попили. А, здесь поглубже уже. Все. Песня вся, да песня кончилась. А, не-не-не, что-то, что-то есть, что-то... Опа! О-хо-хо! О, инскадан. Клюнул. Клюнул на зеленую. Вот такой вот красавец. Хорюзец. Так, куда ты моего опарыша-то дел? Съел, что ли? Где опарыш? Вот он. Отдай. Отдай опарыша. А поклевки-то так. Еле-еле. Так что до этого пробовал толстой леской 0,18. Не захотел он брать. Тонкую поставил, он клюнул. Ну все. Два хорезочка мы поймали. Начало есть. И это радует. Вот один. Вот второй. Двух поймали, трех отпустили. Нормально. Ну что, первые лунки пробурены, первая рыба поймана. Значит, можно не только чаю попить, а еще и рыбацкого напитка. Одну маленькую стопочку. Накрываем на стол. Пока я тут накрываю на стол, вот он, стол мой. Смотрю, дергает. Дергает и клюнул. На этот раз клюнул червяк. Этот раз клюнул червяк. Ну, блин, с одной рукой неудобно. Одеваем на голову. Я говорил, что червяк не работает. Вот он. Сработал. Третий хорюс. Так, остальные пока молчат. И у нас, друзья, стол накрыт. Кушать подано. Хотел установить штатив, но это не вариант, потому что ветрище. Камера упадет в снег где-то сразу. Да и ветра, от ветра, наверное, слышимость будет никакая. Вот у нас рыбацкий напиток, настойный на вишне. Потому что черемуху мы в этот год не собирали. Ну что, за Великую Троицу 3 хорюза мы поймали, 3 маленьких отпустили. Настроение супер, друзья. Все, только одно, остальное все будет вечером. Потому что злоупотреблять этим нельзя. Чисто символически можно. Рыбацкий напиток.
Будьте здоровы, друзья! За рыбалку! За время, проведенное на рыбалке, которое еще в жизни не идет. И за удачные поклевки. Выпьем за трофея сегодняшнего, который, надеюсь, будет. С Богом! Вкусняшка! Чесночные пампушки, картошечка обжаренная, салатик и отбивные. Отличный ужин. Ужин, говорю, обед. Условия, конечно, для съемки сегодня атас какие. Не знаю, что будет слышно. Ну что, друзья, пока выключаемся. Рекламная пауза. Перекусим и будем ловить до темноты. А кушать, ужинать будем уже как стемнеет. Не будем терять драгоценного времени. День еще недостаточно длинный. Всем пока. О, блин, пока. До первых поклевок. Пока я бурился, друзья, пробурил там еще подальше 5 лунок. Смотрю, у меня уже долбит. Вот очередной вот такой вот хорюзец. 4-й уже. Полезаю в кузовок. Уже красиво. А у меня еще пробурено 5 новых лунок. И мы сейчас пойдем проверять. Оп. 2-й. Этот взял на нимфу. А вот этот взял на червя. До этого прошелся вон на мормышке. Ничего не брало. Ну вот, переехали немного. И как мы видим, здесь следы. Недавно кто-то был, кто-то рыбачил. С той стороны приехали, порыбачили, уехали. Ну сейчас мы проверим, осталось что нет после них. Пробурил 3 луночки, хотел 5. Но употел. Здесь типа ямки. Тем более мы уже здесь не раз пробуривали это все. И лед здесь замерз толстенный. Так, ну что, первый заброс. Червяк с нимфочкой. Сейчас мы проверим, осталось что, не осталось здесь. А не так-то и глубоко. Ямка там, наверное, дальше чуть-чуть. Ладно. Оп, уже есть. Ох ты, бог ты мой. Взял на нимфу. Мелкий. Васек, иди гуляй. Сразу ударил. Первый заброс. И сразу поклевка. Это радует. Это говорит о том, что аппетит у хариуса есть. Но только, видишь, выкинули мелкого. И все, сразу тишина. Ну-ка, здесь что? Взял на нимфу. Нимфа пустая, кстати, без опарыша. А не так ее хватает. Все, сейчас вот поставлю все 3 удочки. И буду пробуривать. Лунок 10 пробурю, проверю. И поедем дальше. Пока, друзья, выключаемся до первых поклевок. Вот и очередной хорюзочек. Вон такой вот на новом месте. 3 лунки, что я пробурил. Ничего не клюнуло, поставил удочку. Начал бурить 4-ю, видать, то ли оттуда шуганул, то ли что. Смотрю, долбит. Подбежал. А на камеру не хотели. Так, ну что, будем надеяться, что он не один прибежал. Ну-ка посмотрим. Так, оп, была поклевка. Опа, мелкий. Мелкий. Мы тебя уже видели. Васек.
И все опять. Поймал, отпустил, и больше ничего не поймаешь. Надо кидать в другую лунку, наверное. Мне так кажется все-таки. Все. Все. Ладненько, хоть одного поймали. Так, ну что у нас на новой лунке? Новая. Ну. Тишина была полная. Я начал буриться, смотрю, бац. Клюнуло. Короче, надо буриться, надо искать, надо смотреть. Рыба же не стоит на месте, она же ходит. Она ходит. И мы будем ходить за ней. Все. На этом поклевки кончились. Ну что, друзья, погода совсем испортилась. Мало того, что ветер, еще и снег пошел. Поклевок мы так больше не увидели, хотя пробурил около 30 лунок еще. В общей сложности где-то получается лунок 50. Вон, весь улов на сегодня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жареха, как говорится. 7 хорюсков. Как бы тоже неплохо. Но я думал, будет лучше. Начало было хорошее, а потом все хуже и хуже. А сейчас вообще перестало. Он полностью все пробурил. И нифига. Вон. Все прошел. И с червем, и с мормышкой. Ни одной поклевки. Начало темнеть. Надо еще делать дрова. Так что еще разик пройдусь мормышечкой. Если не клюнет, то все. На всех парах поеду к избушке готовить дрова и готовиться к ночлегу. Завтра будет день. Завтра посмотрим. Дай бог хоть немного, чтобы утих ветер. А то что-то страшновато аж. Деревья качаются, падают. Друзья, вы не поверите, я возвращаюсь к избе. И буквально вот я выехал с того поворота. Бах! И прямо на глазах вот упало вот это дерево. Небольшое, но если бы упало по башке, шея бы по-любому свернула. Вот я здесь вот сегодня рыбачил. Туда поехал. Сейчас вот возвращаюсь обратно и на тебе. Вот ветрище какое, деревья качаются все. Обалдеть. Прям перед глазами. Так можно и кукушку проломить, блин. Ну да. Все, едем в избу. Едем в землянку, друзья. Готовим дрова. Готовимся к ночлежке. Все, погнали. Глушу здесь, потому что ветками оборвал все провода. Кнопка не работает. На фару получилось еще подсоединить, а на выключение никак не получается. Вот привез вот такую вот целую тележку дров. Я думаю, нам хватит на сегодня. И ведро воды. Дрова есть, вода есть.
Это более-менее вяленые, это которое дерево вот упало на речку. Оттуда вершинку спилил. И оттуда 4 чурки сырые мне на сегодня хватит. И запас останется еще. Так что, друзья, приступаем к расколке дров. Затопим печку. Печка протопилась. Более-менее тепло стало. Теплее немножко, чем на улице, но еще до сих пор холодно, конечно. Так что работы еще хватает. Приступаем. Так. Так, на растопку раскололи, пока печка топится, остальное раскалю позже. Пошли растапливать печь. Она у нас совсем потухла. О, да. Вся сырая уже, вся прогнила, вся течет. Землянка, земляночка скоро рухнет, наверное, уже. Столько массы, я вообще удивляюсь, как она держит 3 жердочки, такую массу. Оно уже, по идее, должно быть и провалиться. Но пока еще держится. Дощечка еще живая. Так, ну что, растапливаем. Печка, конечно, здесь никакой теплоотдачи от нее нет. Что топится, чтобы тепло в избе было, надо постоянно кочегарить ее до красна. Иначе смысла нет. Всяко лучше, чем под елкой. Рыбалка на Хариуса. Она ходовая рыбалка. Надо ходить, надо бурить. Сейчас натопим. Все будет красиво. Вот, как-то вот так. Такая вот дверь. Прогнила уже. Все, пошли дрова заготавливать, пока топится печь. Так. 19:44. Без 15:08. Я только-только закончил работать. Что я сделал? Приготовил дрова, затопил печь. И самое главное,
около 2 часов, наверное, это скинул. Вот снег с крыши полностью раскидал. Что-то мне страшновато стало. Думаю, сейчас затоплю. Все растает, земля растает. А тут тонны снега лежало. Вон, теперь, как вы видите, как было. Здесь уж давно никого не было. И вон трубу всю замело снегом. Вот она труба. Если не рухнет, вон сколько снега на ней. Вот такая вот земляночка. Трубы даже не видать из-за снега. Больше полметра, сантиметров, наверное, 70 снега. И как стало. Труба у нас была в яме, теперь труба как труба. Крыша как крыша. Весь снег выкинул в сторону. Так что теперь спать буду спокойнее. Не бояться, что крыша на меня провалится. А то что-то страшновато было. На улице метет, снегопад, ветер. Что у нас со сломанным градусником? Так, 4 градуса мороза, если он правильно показывает. Потеплело. Не знаю. Обещали плюсовую температуру. Опять все перекаты откроются. Нафиг бы это не надо было. Ну все. Основные дела сделали. Теперь можно заходить отдыхать. Вот так вот. О, избушки у нас немножко потеплее стало. Сейчас сделаем освещение. Подкинем дровишек и будем ужинать. Ну что, друзья, все готово. Время 9 часов. Но у нас уже в землянке тепло. Потрескивает печка. Греется супец. С курицы, с макаронов, там, я не знаю, что-то мне супруга не беру, то есть наоборот, стараюсь брать все готовое в банках. Вот у меня 2 банки супа есть. Есть отбивные, салат, макароны отварные, картошечка отварная, прожаренная уже все. Стараюсь брать все готовое, чтобы только прийти в избу, быстренько подогреть, перекусить и отдохнуть, потому что готовка занимает очень много времени, а днем готовить это день и так короткий, надо рыбачить, как бы там перекусил по-быстрому и все. Вечером надо отдыхать. Вот развесил всю одежду, она вся напрочь сырая, изнутри от пота, то что поработал, вот снег кидал, дрова позанимался, все напрочь, а снизу это вот от воды тоже все сырое. Сейчас я немного покажу эту земляночку, где я буду сегодня ночевать. Вот, приготовил дрова. Это вот крупные, это сырые дрова. Привез 4 чурки с реки, что дерево упало. Тут крупные, вяленые, подвяленные, не совсем так, для поддержки. Там вот мелкие приготовил. И тут вот все приготовил для растопки. Все готово. Береста есть, все есть. Сапоги в стороне. Вот такие сапоги желательно возле печки не ставить. Иначе можно босиком домой прийти. Так, что у нас тут? Вот угол уже прогнил весь. Сырой, протекает. Эта стена вздулась. Тут тоже. А тут вообще пипец. Вон, друзья, все уже
Стена уже выдавила. Все прогнило. Ну тут доски, короче, в земле. И землей выдавила вот эта картонка. Карточный домик, можно говорить, проще говоря. И сегодня, завтра этот домик рухнет. И все, и не будет больше землянки. Вон уже какие щели, потому что все пошло гулять. Снизу тоже вон такая щель огроменная, тоже дует. Что-то туда надо будет подложить. Но все-таки это лучше, чем под елкой. Спальный мешок у меня. Сейчас перекусим. Постелю сюда вот спальный мешок. Залезу в него. И будет все отлично. Так, ну а теперь давайте кушать. Так, супчик мой горячий уже, подогрелся. Опа. Как дома. Горяченький супчик. Сегодня баночку съем, завтра вечером вторую. А днем можно и так что-нибудь перекусить. Отбивные, салатик. Салатик очень питательный. Там, короче, я точно знаю, что фасоль красная, сыр здесь есть, ветчина, помидоры и сыр плавленый, наверное, тут. Короче, очень питательный салат. Рецепт точно не знаю, я смотрю, что есть там. По отдельности так себе, а вот когда все вместе, получается вот так вот. Вкусненько и питательно. Ну что, вот наконец-то мы в лесу, в земляночке, на речке. Даже успели сегодня порыбачить. Даже поймали мы 7 хорюзов. Отпустили примерно столько же, поменьше, которые попадали. Вечером перестало клевать, но как бы видно, что народ был, видно, что ловили. Но хариус такая рыба, что ты ее всю не переловишь, она очень хитрая. Клюет она раз-два в месяц, наверное. Если попадешь на этот клев, то можно поймать. Если нет, то на жареху все равно поймаешь. Сегодня уже поймали, а завтра пойдем мы с утра. Так что надежда есть. А пока сегодня я самый счастливый человек. Друзья, поднимаю бокал за рыбалку, за отдых на природе, за все прекрасное, за ваше здоровье. Спасибо, что вы меня смотрите. Кому-то не нравится, что я употребляю рыбацкий напиток. Не алкогольный, рыбацкий. Смотрите, здесь ничего не написано, что водка там или еще что-нибудь. Сок. С виду сок. А может, я сок там налил его туда и пью. Там же не написано, что это спиртной напиток. А мне даже в личку некоторые пишут: да вот ты алкаш, туда-сюда. Да не алкаш я. Главное во всем знать меру. Вот сегодня днем выпил стопочку, хорош. Сегодня вечером, ну, парочку может 3 максимум. Тоже хороший, потому что печка, как помнится, часа 2-3, не надо подкладывать. Сегодня не буду, я сегодня протоплю ее, сырые засуну, в спальник залезу и хорош. В спальнике точно не замерзну. Лет 10 назад эта землянка была еще бодренькая.
Сейчас ставлю фотографию. Где-то, наверное, 10 или 12 лет назад вот я сюда приходил. Техники никакой не было. Все ходил на лыжах. Это на машине приеду, докуда можно. И потом пешочком. Бывало так, что приходил уже темнело. Но всегда с собой брал бензопилу и всегда готовил с запасом дрова. У меня здесь битком вот было. Тут вот сушина, тут вот под нарами там все было битком забито. На улице 2 поленницы, постоянно поленница сухой, поленница березы там. Всегда готовил запас дров. Что-то где-то там в сугробе чуть подальше. Один раз приготовил 2 поленницы, пришел через 4 дня. Ну, думаю, дрова там есть. Все-то не спалили, наверное, думаю. И пилу не взял. Единственный раз я пилу тогда не взял, понадеялся, что за 4 дня дрова остались. И что вы думаете? До единой щепки все спалили и оставили, ну, короче, пустую оставили избу. Рыбачили, жили и сожгли все дрова. И ничего не приготовили. Это хорошо, что у меня как бы НЗ было там в лесу, в сугробе запрятано. Немного сложил на всякий случай, думаю, что... А вдруг? И вот это вдруг случилось. Потом я на лыжах все это перетаскал, дрова, переночевал. И больше, вот я без пилы уже даже приготовил дрова. С запасом все равно. Пешком на лыжах штиль разберу, или в рюкзак, или на сани корыто, и с собой всегда таскал. Всегда нужно готовить дрова с запасом. Ну что, между первой и второй промежуток маленький. Красота. Ветер только сильный. Как-то дерево не упало на землянку или вообще куда-нибудь. Вообще страшно, как-то сильный ветер. Боюсь, что вот упадет именно на избу дерево и может раздавить. Или на буксировщик, или на реке, вот как сегодня. 2 дерева упало. Пока я туда поехал в одну сторону, возвращаюсь, уже 2 дерева. Одно и второе. Второе прямо перед глазами упало. Хорошо, что, ну, проехал бы я там, было, получается, минуту позже. Мог бы попасть прямо по дереву. Раз как-то я попал лет, наверное, 7-8 назад здесь. Сижу, рыбачу. Ураган. Деревья падают. Ну, клевало. Поймал тогда неплохо. Килограмм, наверное, 7-8, наверное, точно за день поймал. Так, ну что. Долго вас, друзья, не буду задерживать. Тепло, уютно. День прошел. День заезда. День заезда, он всегда тяжелый. Все надо приготовить. Все надо подготовить, проверить. Все мы сделали. Завтра с утра на рыбалку. Если будет что-то клевать или что-то будет интересное, останемся здесь. Переночуем еще раз. Если же на реке будет тухло, скучно, если клевать не будет, то, может быть, вернемся. Ну, навряд ли. Я приехал, продукты есть, значит, завтра мы еще здесь будем. Так что за вас. Не умею толкать длинные речи.
Скажу только спасибо моим подписчикам, которые комментируют мои ролики. Очень приятно читать добрые слова. Супчик вообще классный. Горяченькое всегда надо. Хотя бы раз в день на рыбалке, на охоте. Вечерком всегда надо горяченькие. Не бич-пакет, не консерву какую-нибудь. А желательно супчик. Это полезно. Полезно. И для желудка. И сил придает. И согреваешься. Я вот беру все готовое. День, второй, бывает и третий. Я не готовлю. У меня только подогрел, съел и сыт. А потом уже, если получается так, что продукты, что у меня редко бывает, что продукты заканчиваются, я уже начинаю готовить. Чем не рай, а? Лодочки. Рыбка, 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 тулечка. Водим с удочкой. За счет жизни не идет. Правильно говорят? Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Потому что во время рыбалки полностью забываешь о домашних проблемах. То, все. Здесь нервная система полностью отдыхает. Пусть устают тело, но голова, нервы, все отдыхает. Получается как аккумулятор. Съездил на рыбалку, вроде бы устал, а внутренние силы подзарядились. И ты уже полон сил, энергии. И за это надо выпить. Ведь мы знаем этот срок. То, что же проводим с удочкой, за счет жизни не идет. За рыбалку, друзья. Ну и хватит на сегодня. Сейчас спальный мешок и в люлю. А завтра с утра на речку будем бурить, будем ловить, будем снимать, чтобы вам показать. Я надеюсь, это у нас получится. Так что смотрим канал Коми Рыбак. Спасибо за комментарии, спасибо за просмотры, спасибо за лайки. Вот так вот. До свидания, друзья.